На базе МЧС Абхазии стартовали учебно-тренировочные занятия. Проводят их коллеги из России. Российские специалисты делятся своим опытом по 3 направлениям: аварийно-спасательным работам в городских условиях и при ДТП, осуществлению теоретических и практических занятий в пиротехнической работе, а также психологическому сопровождению в случае чрезвычайных ситуаций различного характера. Сотрудник Туапсинского пожарно-спасательного отряда МЧС России Михаил Ларионов, в частности, рассказал абхазским коллегам о современных технологиях спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Внимание абхазских спасателей обратили на технику безопасности при проведении подобных работ, а при помощи видеофильма показали типовые примеры спасения пострадавших при ДТП. Техника не стоит на месте, получается, и технологии развиваются. Машины у нас все современнее и современнее. Мы предоставим материал по современным машинам уже, где там резать, где пилить. Технологии будут представлены людям. Но, в общем, мы уже провели 1 день занятий. Ребята здесь грамотные, очень много знают, мы делимся опытом в основном. Как в Абхазии, так и в России статистика подтверждает, что смертность на дорогах по-прежнему остается высокой. Поэтому спасатели всего мира работают над этой проблемой, совершенствуют свои навыки спасения пострадавших в автомобильных авариях. Вопрос ДТП актуален во всем мире, дорожно-транспортных происшествий, не только в России, но, я думаю, и в Европе. Смотрим телевизор, читаем интернет, везде у нас показывают сводки все, смертность какая на дорогах, то есть развивать это надо, то есть оборудованием комплектовать более современным подразделения. В перерыве между занятиями с российскими спасателями встретился министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квицинья. Глава ведомства остановился и на проблеме дорожно-транспортных происшествий и оказания психологической помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях. Министр подчеркнул, что для этого и нужны подобные занятия, которые помогут правильно организовать безопасную работу спасателей и вместе с тем оказать квалифицированную помощь. Профессионалы должны работать, и поэтому этот момент очень важен. Они будут проводить здесь практические занятия и теоретические, что в первую очередь необходимо. В разных ситуациях подход должен быть разный. И, безусловно, и психологическая служба, конечно, психологи. Они играют очень важную роль, когда люди попадают в беду, это определенная паника, люди не знают, как себя вести. И грамотный психолог приводит в чувство, подход должен быть определенный. И эти моменты очень важны для нас. Лев Квицинья поблагодарил каждого из российских коллег, прибывших в республику для проведения занятий. Министр также отметил важность оказываемой помощи со стороны руководства МЧС России и сказал, что она крайне важна для абхазских спасателей. Спасибо нашим коллегам в плане взаимодействия, в плане поддержки. И я очень надеюсь, что эти моменты будут еще продолжаться. То есть потом отдельно мы ждем еще одну делегацию, которые будут здесь, приедут специалисты в других направлениях. Я думаю, что это взаимодействие будет продолжаться. Для нас это очень важно и необходимо. Учебно-тренировочные занятия делятся на 2 этапа. Первый предусматривает теоретический курс, второй этап – практические занятия. Начались они 30 октября и продлятся до 10 ноября. В них задействованы сотрудники всех районных подразделений МЧС Абхазии.